إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Амма ба'д, дорогие верующие, после этого наша проповедь, иншаллах, сегодня будет алямату са'атиль кубра, о признаках больших конца света. У конца света есть большие признаки, есть маленькие признаки. Маленькие признаки это предисловие, или скажем, это как цветы, до того, как вырастут яблоки на дереве. Подобие цветам, до того, как вырастут яблоки на дереве. Маленькие признаки, чтобы вы запомнили. Эти маленькие признаки мы должны задуматься и быстро готовиться к концу света. Как посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, из маленьких концов света является, что арабский полуостров позеленеет. Пойдут реки, он сказал, будут вытекать реки. Пошли реки, мы видим. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям прав в своих словах. Никто не знал, когда это произойдет, какой год, какой месяц. Реки есть, озеленение идет дальше на арабском полуострове, дорогие верующие. И люди спрашивали пророка саллаллаху алейхи ва саллям о конца света. Есть маленькие, большие признаки. И Аллах говорит в Коране об этом, дорогие верующие, сурат Аль-А'рафи, 187 аяте. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не говорит о сокровенном то, что он не знает. Нельзя нам философствовать в нашем религии сокровенных вопросов. Аллаха субхану ва та'аля есть имена и атрибуты. Атрибутов ты тоже не можешь понять, кроме как уверовать. В сокровенных вопросах яс'алунака, как тут спрашивают, о часе, когда час наступит, судный день, когда, последний день, когда, аяна мурсага, когда она придет, подобие ветру, она приходит подобие ветру, ветер, когда приходит, ты его не чувствуешь и так не мешает. И так эти признаки конца света наступают, и если ты внезапно очутишься в конце времени, ты можешь быть из самых худших людей. Чтобы ты не был из самых худших людей, для этого мы тебе напоминаем, чтобы ты готовился. Маленькие признаки конца света есть. Дальше большие признаки есть. Баракаллаху фикум. И Аллах говорит пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, «Куль, скажи им, иннама ильмуха инда рабби, поистине знание именно о сокровенных знаниях, то, что произойдет в будущем, у моего Господа скажи, я не знаю». Однако есть признаки, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда наступит судный час. Алямату саати сура хия мукаддимату лил аляматил кубра. Вая ашра алямат. Это 10 больших признаков конца света. Есть маленькие признаки, их много. Мы перечисляли в наших уроках Йом аль-Джумуа. Однако, баракаллаху фикум, 10 больших признаков есть. В хадисе Хузайфа бин Усайда, Сахих Муслиме приводится этот хадис. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям спросил сподвижников. И он сказал, ма тадакарун. О чем вы поминаете? Обычно садились сподвижники, поминали о судном часе, о судном дне, признаки конца света, вспоминали между собой сподвижники, чтобы быть готовым в любое время. Как мы сейчас начинаем поминать об этом, чтобы мы были готовы признаками конца света для судного дня. Иннаха лан такума, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям сподвижникам, поистине не наступит судный час, конец света, последний конец не будет. Лан такума хатта тарау кабляха ашра аят. Пока вы не увидите 10 больших знамений, не будет судного часа, конца света, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Первый из них он перечислил в этом хадисе, ад-духан, будет дым сказано. Хадисе просто не порядок, а хадисе. Духан, дым будет. Вот даджал, антихрист, вот дабба, будет животное говорящее. Вот улу иш-шамси мин магрибиха. Солнце выйдет из заката.
Унузулю Иса ибн Марим, алейхиссалам, придет Иисус, своим пришествием придет Иисус, алейхиссалам. Иса, алейхиссалам. Ва Яджуж, ва Маджуж. Будет Яджуж, Маджуж, Гог, Магог. وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. 3 будет поглощение земли. Одна из поглощений земли будет где? На востоке сказано. Другая на западе. Другая на арабском полуострове. И последнее сказал посланник саллаллаху саллям: «Ва ахру далика нар». Последний признак будет огонь. Тахруджу миналь Йемен. Выйдет огонь из Йемена. Татруду нас иля махшарихим. Будет этот огонь гонять людей в сторону махшара. А махшар, воскрешение людей, имеется в виду собрание людей при признаке конца света. В конце света, где будут собираться люди? На Ардушам. Ардушам. Вот так и сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе. وقبل ذكر هذه العلامات باختصار وتعليق عليها بإيجاز. Коротко, до того, как упомянуть эти признаки конца света, натахаддасу аль Махди. До того, как начнут эти 10 больших признаков конца света, будет имам Махди. Имам Махди, его зовут Мухаммад, сын Абдуллаха. У Ахлю Сунна валь Джамаа в Коране и Сунне имеется в виду то, что приводится. В Коране нету прямого текста нет. Прямо указывает Махди, такое имя нету. Или Мухаммад Абдулла в Коране нету. Но вторым значением называется образное значение. Понимается с Корана, что это имеется в виду Махди. Баракаллаху фикум. Также в Сунне пришло очень много доводов. В Сунне имеется в виду хадисе посланника саллаллаху алейхи ва саллям пришло очень много доводов. У шиитов вообще другой Махди. Не путайте, у шиитов вообще другой Махди. У Ахлю Сунна валь Джамаа, те, кто следует за пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, у них Махди, его зовут Мухаммад бин Абдуллах. Он из потомков Фатимы Али. Дальше. И он выйдет, лианна зухур яспику хади алямат. Что будет в то время? Будут такие признаки, что будет несправедливость на земле. Люди, мусульмане, будут исправляться, собираться, улучшаться. Но будет также хаос, несправедливость на земле. Яспику хади алямат, фаештамиу алейхи муминуна китали даджаль. Люди будут объединяться вместе с Махди, чтобы бороться против антихриста Даджаля. Сумма янзилю Иса у юсалли хальфа. Придет Иса, Иисус, алейхиссалам, и будет он молиться за Махди, за Мухаммад бин Абдулла Махди. И скажет он: имамы из вас должны быть. И подвинет он имама Махди, чтобы он был имамом. То есть это человек, который выйдет со стороны Востока в последнее время, мин аль-Байти, из 7 пророка Мухаммада. Из 7 пророка Мухаммада имеется в виду Али и кого? Фатима радиаллаху анху. Ямлику саб'a синин, он будет править 7 лет. Ямлю арду атлан кама мулиат джаура. Раньше было на земле деспотия, несправедливость, а теперь имам Махди наполнит землю справедливостью, как раньше была несправедливость. Ян'амун насу фи ахди. Люди будут жить в блаженстве. Почему? Потому что будут жить по шариату. И так дальше. Фатухриджуль арду набатаха, ва тамтуру самаа катраха. То время выведет нам небеса дождя. В свое время будет поливаться дождь, также урожая очень много будет, как говорится, богатства много будет. Ва яфидуль малу фи сахатиха. Очень много богатства будет во время имам Махди. Ва яумму хади дунья. Он будет руководителем в этом мире, имеется в виду в этом мире, на этой земле. Уюсалли Иса хальфаху. Пророк Иса, алейхиссалам, будет молиться за ним. А после этого, во время Махди, не будет даджаля. Но когда Махди еще жив, крикнет шайтан, дьявол. Когда мусульмане повесят свои мечи, сказано в другом хадисе Константинополь, отдыхая, когда они вышли из Шама, в то время шайтан скажет: у вас в Шаме, в ваших домах вышел даджал. Это шайтан сказал. На самом-то деле он обманул. А когда они приходят туда, оказалось, действительно вышел даджал. И после даджала только приходит кто? Иса ибн Марим. Аулю ашата саат. Первый признак конца света из больших признаков конца света — это появление антихриста даджала.
когда он появляется после Махди. Вот Даджал появляется, как мы сказали в прошлом проповеди, кто хочет, вернитесь на нашу страницу. На прошлом проповеди мы говорили, Даджал придет тогда, когда люди будут испорчены, когда люди будут заниматься преступлением, запретными грехами. Поэтому мусульмане должны сторониться от больших грехов, от преступлений мусульмане должны сторониться. Вот Даджал раджулу мин бани Адам. Даджал сам по себе, он человек из потомков Адама, однако он огромным телом, мы сказали. Азимуль джисми, азимуль раси, большим телом и большим головой. ومن أوصافه أنه شاب أبيض البشرة. И описание его, он белый человек, белый человек. И также этот Даджал касирун афхадж, кривоногий он. То есть у него ноги короткие, кривоногие имеется в виду. Так дальше шару муттаджирун катифу. Его волосы густые, кучерявые. Мамсухуль айниль юмна, тут сказано, что глаз его как растертый бывает, растертый. Типа, сказали мы, винограда, зернышки винограда. Канна айнаху инабатун тафия. Как будто виноград, вот это зернышко, лопнулось таким образом его глаз. Валь юсра, левый глаз, алейха суфра, желтина есть на левом глазе. Вава акимун ла юлад лаху. Он не имеет детей, нет у него возможности иметь детей. То есть бесплодный он. Вава масиху далала. Он не является масих, то есть распространяющий заблуждений. Васуммия масихан. Почему его называли масихан? Да потому что у него глаз растертый. Имеется в виду, как мы сказали, как зернышки из винограда лопнутые. Лианнаху ямсауль ард, также вторая версия, потому что он будет проходить на земле фи арбаина йоуман. 40 дней пройдет он всю землю, кроме Макки и Мадины, как мы сказали. Науду билляхи мин фитнати масих даджал. Просим Аллаха убежище, то есть защиту Аллаха от искушения Масиха Даджаля, от этого антихриста. У него есть другие качества, байнатун вадиха, явные качества есть у антихриста. И да хараджа, когда он выйдет, и да хараджа арафу муминуна фасалламу мин фитнати. Мусульмане, верующие, единобожники узнают, мусульмане узнают его, баракаллаху фикум, его фитну узнают. Мактубум байна айнайхи, между его глазами написано кафирун. Между глазами антихриста написано неверующий. Кафара, кафир. Итак, кто прочитает? Якрауха куллу инсанин. Каждый верующий прочитает, дорогие верующие. Яхруджу мин джаббатил машрик мин Харасан мин Яхудия Асбахан. Ва ма'у 70 альфа мин Яхуд. Он выйдет, как мы сказали до этого, из востока. Харасан мин Яхудия. Называется местность, иудейская местность, Иране, Асфахани. Ва ма'у 70 альфан. С ним будет 70 тысяч иудеев. Второй теперь признак конца света, придет Иса ибн Марьям, мы сказали. Его описание, Иса ибн Марьям, второй признак, дорогие верующие, его описание, аннаху марбу'л камати, он среднего роста, лейса биттавили вала билкасири. Его рост не будет ни длинный он, ни короткий он, то есть не низкий он. Ахбару джадхун ариду салли, он является обычно румяницами, однако широкоплечий. Сабту шахри, его волосы будут красивый, аккуратный, то есть не курчерявый. Кааннама хараджа мин димаси, ай хамами. Подобие тому, как будто он вышел откуда? К подобию он вышел из чего? Из ванны. Лаху ламматун ай ша'рун, кад раджалаха. У него на волосах будет подобие оставшихся, как говорится, капель, как будто вышел из ванны. Тамру мабайна манкибайги. И эти волосы наполнили его манкибайги. То есть наполнили его плечи. Иса ибн Марьям. Валлаху яб'атху иля аль-арди аля таифату мансура. Аллах его пошлет на землю победоносной группе. Мин аль-му'минин ба'да хуруджи даджаль. Мин аль-му'минин. Аллах пошлет верующим людям, Иса ибн Марьям, верующим людям победоносной группе. После того, как выйдет даджаль. Ва ифсаду фил арди, после того, как даджаль сделает разрушение на земле. Разрушение распространит он грехи на земле, антихрист даджаль. Фаянзилю индаль манарат байда. Придет Иса ибн Марьям, манарату байда, шаркия Димашк Шам. Придет он Шам, Иса ибн Марьям, придет в Сирию, город Дамаск.
называется минарет, белый минарет, восточный называется. Вади анкафайи, положит он свои руки на крылья дух ангелу. И эти два ангела спустятся вместе с ними, приводя его с небес. وَمَعْنَا ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتُلُ أُنَاسًا كَثِيرًا مِنَ الْكُفَّارِ. И Иса ибн Марьям будет бороться с мечом. Раньше он не боролся с мечом, а теперь он борется с мечом против неверия, против нечестия. Остались третий признак конца света – хуруджу Яджуж ва Маджуж. То выйдет Яджуж Маджуж. Гог Магог выйдет. Третий признак конца света. وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْبَشَرِ. Это люди, потомки Адама. Кафируль адады, ла яфсахун аль-калам. Они не красноречивы, однако их численность очень большая. Сигаруль уюни, ихние глаза тонкие. Сахбу шуури, и также у них волосы, как говорится, прямые. Ирадуль вуджухи, как широкие лица у них будут. Канна вуджухум маджана мутрака, подобие, как будто ударили по лицу, круглолицые они будут. Раби Алвахамису Васадисун, 4, 5, 6 признак Ашату Сааты, конца света. Худуси Таласи Хусуфат. 3 будет поглощение земли на земле. В то время, как ученые говорят, не будет масс-медиа, не будет. Однако люди легко будут передавать, когда будет поглощение земли. И тогда, когда не будет масс-медиа, как мы сказали, но по новостям не будут передавать, как одни ученые сказали, будет Баракалуфикум 3 поглощения земли. Одна из поглощений будет в Машрике на востоке, другая будет поглощение земли на западе в Магрибе. Одна из них будет третья на арабском полуострове. Сальма, жена пророка, саллаллаху, спросила пророка: «Я Расулуллах, о посланник Аллаха, аюхсафу биль арды ва фиха салихун?» Разве Аллах поглотит землю? Или будут катаклизмы, о посланник Аллаха, сегодня современным языком? На этой земле, будучи праведники, живут еще, будучи праведники, живут. Праведники салих и муслих разница. Салих – это праведный человек. Муслих – сам праведный и других исправляет. Нам нужны праведники, которые исправляют других. Себя исправляет и других исправляет. Если не такие будут люди, будет гибель, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. قال لها سلمة спрашивает пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям: قال لها إذا أكثر أهلها الخبث. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям говорит: тогда, когда много будет плохих дел, плохих поступков, плохих людей много, когда будет, тогда будет гибель. Вот эти поглощения земли на востоке, на западе, на арабском полуострове будет когда? Хасфун. Будет тогда, когда плохих людей много. Ты у себя дома сидишь, чай пьешь постоянно, другим людям хорошее ты не говоришь, не призываешь, не порицаешь порицаемое, значит из-за тебя, за то, что ты не порицаешь порицаемое, не призываешь к одобряемому, из-за тебя будет поглощение, разрушение, катаклизмы. Из-за тебя, за то, что ты молчишь, потому что уподобились тем людям, праведникам, и этими праведниками Аллах заберет и землю, и конец света. Сабиум ашрату сааты. 7 признак конца света. Зугур духан. Появление дыма. На небе будет дым. Язгару фис самаи байнан вадиан яраху куллю ахад. Каждый человек увидит дым. И в Коране есть у нас сура, духан называется, про дым рассказывается. Фартакиб. Йома та'ти сама'у бидуханин мубин, Аллах сказал. Жди, говорит, ожидай, говорит Аллах. Что ожидай? Йома та'ти сама, придут небеса явным чем? Дымом, Аллах сказал в Коране. Итак, 10-м аяте. Фауа югашчин насу ва ю'аммухум. Он, этот дым, охватит всех людей. Всех людей охватит. Инда далик юкаль лахум хада адабун элим. В то время люди скажут: это идет на мучительное наказание. Это конец света. Это является порицанием, конечно, от Аллаха. Таминун ашрату саати. Из 8 конца света, из 8 признаков конца света, которые мы должны уже, когда маленькие признаки идут, готовиться не к большим всего лишь, маленьким. Хуруджу даббаты. Внимательно теперь. Выйдет животное, говорящее на человеческом языке, делающий хукм, этот кафир, этот мунафик, ты зайдешь в ад, ты зайдешь куда, он скажет.
Да еще, то есть он говорящий называется. وَيَدَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنْ مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ. Она выйдет из Мекки, это животное. Выйдет из Мекки. عند فساد الزمان وظهور المعصية. Когда время будет испорчено, сама время невиновна, сами небеса и земля невиновны. Но люди портят время, имеется в виду. Тогда, когда люди будут испорчены, распространенные грехи, а сегодня они распространяются, даже стараются их распространить харами, невежественные люди. Инда табдили дини. Тогда, когда люди меняют идеологию мусульман, когда меняют религию мусульман, заменяют законы Аллаха на законы куфра, тогда появится кто? Конец света. Конец света, появится животное, говорящее. О чем говорят ученые? Спасайтесь и спасайте других, если можете. وَتَرْكُ أَوَامِرَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Они как оставят законы Аллаха, где бы мы ни были, должны жить по законам Аллаха. Сколько мы можем практиковать, столько практикуем. Тогда, когда люди оставят приказы Аллаха, Господа миров, дорогие верующие, فَيُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ دَابَّةً تُكَلِّمُهُم. Аллах выведет им из Мекки животное и будет им говорить он. Когда еще? تخرج إذا اختلط الحابل بالنابل. Когда смешается все подряд, вера и неверие, грех и добро, зло и добро, когда все смешается. Поэтому, почему, говорит Ахлю Сунна валь Джамаа, берегите общину Мухаммада, берегите, держите за единство, держите за Коран и Сунну, не смешивайтесь с куфром, не смешивайтесь и куфром или другими грехами, дорогие верующие. Узнавайте, что такие большие грехи, чтобы не был конец света. Валь-му'мину биль-кафир, когда смешается верующий с неверующим. Как легко женятся мусульмане, оставляя верующих женщин на неверующих женщин. Или на иноверок. Или делают зина, еще живут нормально, говорит, вид на жительство получают. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Какую беду они приносят, эти люди. Дальше. Валь муслим биль мунафик. Когда мусульманин смешается с лицемерами, что будет? Конец света. Выйдет животное, говорящее. Аллах говорит в сурату Намль 82 аяте: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ, когда слово Аллаха, обещание Аллаха исполнится, говорит Аллах, над ними, алейхим, أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً, выйдет им животное, Аллах сказал, миналь арды, из земли, тукаллимухум, из Мекки, тукаллимухум анна наса, скажет этим людям, кану би аятина, они нашими знамениями, аятами, знамениями конца света, ла юкинун, не верили. Ученые сказали, ма'на вака аль-каулю алейхим, имеется в виду, ваджабаль ваиду алейхим, то, что устрашающее было сказано Аллахом, что люди отвернулись от знаний ислама, жизни по исламу, им будет конец света. Они увидят животное, говорящее, кто ты, лицемер или кафир? Он скажет тебе, заговорит это животное. Дальше. Почему? Литамадиим фил исьяне валь фусук ват тугьяне, потому что они продолжали, будучи в греховном, они продолжали нечестие, в тирании. وَيَرَادِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ. Они отвернулись обладателям знаний. Они не были перед обладателем знаний, не ходили на уроки, не присутствовали на уроках, не ходили в мечети. Итак, это животное, يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تَعْقِلُ وَتَنْطِقُ. Она будет понимать и говорить. Это животное. مع أن الدواب في العادة لا كلام لها. Основе самом животные не говорят, у них нет разума. ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله. Чтобы люди знали, это знамение Аллаха. Когда это знамение Аллаха? Когда люди будут худшими. Когда люди отвернутся от Корана и Сунны. 9, иншаллах, после джильсату истираха расскажем. Баракаллаху фикум фил Коране ва Сунна. الحمد لله
الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل, дорогие верующие. И дальше 9 у нас признак конца света. طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس, солнце, как сейчас поднимается с востока, оно будет подниматься в конце времени, в конце судного дня с запада. Заката имеется в виду. كما في قول الله جل وعلا, как Аллах в Коране сказал, Сурат Аль-Ан'ам, 158 аяте. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Тот день, когда придет знамение твоего Господа, Аллах сказал, не принесет тебе пользу твоя душа, то есть твоя вера, لا ينفع نفسا إيمانها, твоя вера твоей душе не принесет пользу. Когда появятся эти большие признаки, как в одном хадисе 3 признака, когда появятся. Лям такун аманат, если она не уверовала до этого, если она не раскалась от грехов до этого, мин кабл, ау касабат фи имане хайра, добрые дела, если до этого не делал, сейчас, если начнешь после появления эти признаки конца света, не примется. После даджала, как говорится, не примется. 10 признак. 10 признак конца света, это признак последний. Фагинарун тахруджу мин Яман. Это огонь выйдет из Йемена. Этот огонь по всему миру, получается, будет гонять людей куда? Ардуль Махшар. В Шам. В Шам, дорогие верующие. Почему важно для мусульман Шам? Чтобы люди собирались там для конца света. В конце света люди будут собирать как раз этот огонь. И так говорится дальше в хадисе посланника, саллаллаху салям, хадис Бухари. Нарун тухширун наса мин машрик иль магриб. Со стороны востока, Йемен является восток, Магриб тут в хадисе является Шам. И так дальше имам Ахмад также приводит марфуан, сатухриджун нар кабла йом аль-кияма. До судного дня выйдет огонь мин бахри хадрил маут. Из-за моря, хадрил маут называется местность Йемени. Ау мин хадри маут тухширун нас. Или из хадрил маута будут выгонять людей, то есть гонять людей огонь в сторону Шам. Калу фима та'муруна я Расулаллах, что ты нам прикажешь, о посланник Аллаха? Спрашивают. Каля алейкум бишам. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху салям, цель наша должна быть в то время Шам. Шам, ваджаа фи васфиха, поэтому очень важно для мусульман Шам. Шам, туда входит, дорогие верующие, что? Палестина. Центр Шама. Палестина, Кудс. Дальше Сирия. Когда открывали Египет и Сирию, открывали также Палестину. Но тогда, когда мусульмане открывали Египет и Сирию, Палестину не могли открыть, дорогие верующие. Поэтому делали тираны сегодня, чтобы охраняли дальше других через Египет и Сирию. Они являются хранителями других тиранов. Итак, ваджаа фи васфиха, история говорит об этом. История ислама. То, что происходило на Арду-Шам. Итак, людей будут гонять в Шам, Ардуль-Махшар. В Бухари хадисе приводится, что посланник Аллаха сказал, «Юхшарун насу аля талат тараик». Люди будут идти в Шам через 3 дороги, 3 варианта. Хотят они рагибин, хотят или не хотят, они будут идти Ардуль-Махшар. Их будет гонять огонь. Будут 2 человека на верблюде. Будет 3 человека, сказал посланник, саллаллаху алейхи, на верблюде. Ва арбаат 4 человека на верблюде. И будут 10 человек, сказал посланник, саллаллаху алейхи, на верблюде. وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُمُ النَّارِ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا. И будет с ним огонь. Они будут идти пешим, некоторые люди. 10 человек на верблюде, это не имеется в виду все 10. То есть они будут меняться. Меняться будут. Будут идти они в Шам. Тут указывают, что будут верблюды в то время. Машин, бензин, электро не будет уже. Электромашин не будет, бензина, солярка не будет. Тогда готовьтесь верховым животным, имеется в виду. Так дальше посланник, саллаллаху алейхи, говорит в этом хадисе, что там, где остановится огонь. Они остановятся огонь. وَتَبِيتُ مَعَمْ حَيْثُ بَاتُوا. Там, где они остановится с ним огонь. И дальше будет их гонять огонь к Ардуль-Махшар. وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا. И так будет с ним этот огонь утром, как они будут.
وَتُمْسِ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا. И будут вечером с ним этот огонь, как они были. Люди задают вопрос: тогда я поеду в Америку, Австралию и спасусь? Или Японию? Нет, их вообще не будет. Их вообще не будет, говорит ученый. Их вообще уже не будет, но упоминается признак конца света. Они ушли уже. Они ушли, быть может, по разным причинам. По разным причинам, потому что гибель они сами себя устроили. Потому что отвернулись от Аллаха и его посланника, дорогие верующие. Ас Аллах аль-Карим, Рабб аль-Арш аль-Азим, ан якияна шарр аль-фитна, ва яхтим лана би хатимати ас-саадати аджмаин. Аллахума амин. نسأل الله أن يرد أمتنا إلى الله ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من إخواننا في غزة. اللهم استر على المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت أختم السلام.